всем, кто начинает свой день вместе с программой «Утро Якутии» на телеканалах «Якутия-24» и НВК «Саха». На календаре пятница, 17 декабря. Это утро с вами встречаем мы, Руслан Начиров и Полина Долинская. Сегодня мы с вами приготовим вкусный завтрак с сырниками. Также мы сегодня посетим Амгу, Амгинский улус, и узнаем, как живут жители Покровска. Ну а также мы узнаем, почему Якутия самый читающий регион. И в завершение вас ждет приятный бонус. Специально для зрителей нашего телеканала нас ждет премьера клипа сербской певицы. Ну что, дорогие друзья, мы напоминаем, что работаем в прямом эфире, и у нас работает WhatsApp номер 8 914 273 44 88, куда вы можете отправлять ваши поздравления, предложения. В общем, участвуйте в нашем эфире вместе с нами. Ну а также наша инстаграм-страничка, куда мы также ждем ваши хорошие новости. Подписывайтесь, ставьте лайки. Если у вас нет возможности смотреть нас в прямом эфире, вы всегда можете посмотреть нас в повторе на нашем сайте yak24.ru, а также в Ютубе на нашей официальной странице. Ну а сейчас самое время посмотреть, какая погода у нас за окном. По данным Якутского гидрометеоцентра, в 6 часов утра температура воздуха в центральных районах составила 32-44 градуса со знаком минус. В заречной группе 35-32 градуса мороза. В южных в Алдане в это утро минус 25, в Нерюнгри минус 26. В Вилюйской группе 33-37, в Нижнеленских 43-38 градусов мороза, а в западных 31-21 градус ниже 0. В Колымо-Индигирской группе улусов минус 29 сегодня в Чукурдахе и минус 40 в Усмере. В Янских минус 40, минус 44, на северо-западе 38-39 градусов мороза. В городе Якутске температура воздуха на 6 часов утра составила 39 градусов ниже 0, атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. Северо-западный ветер дует со скоростью 1 метр в секунду. В течение дня синоптики обещают нам небольшой снегопад. Ветер переменный подует с порывами от 1 до 4 метров в секунду. Минус 35, минус 37 градусов в течение дня. Я думаю, сейчас многие из вас завтракают, поэтому самое время посмотреть на рецепт очень вкусных сырников, которые нам с огромным удовольствием покажет из ресторана «Тимтон», город Нерюнгри. Давайте посмотрим. Доброе утро! Меня зовут Энхеева Мария. Я работаю в ресторане «Тимтон» города Нерюнгри. И сегодня мы с вами будем готовить вкусные и нежные сырники. Для этого нам понадобится творог 500 грамм, яйцо 1, мука 1 столовая ложка, сахар 2 столовые ложки. По желанию можно будет добавить ванилин. Начинаем готовить. Творог можно взять любой. Главное, чтобы он у нас был сухой и рассыпчатый. Если у вас обезжиренный творог, тогда его нужно отжать через марлю, чтобы не было лишней сыворотки. Творог у нас уже протертый, поэтому рекомендую его протереть через сито, чтобы сырники наши были очень нежные и очень вкусные. Итак, наша масса уже готова. Теперь мы формируем сырники. Для того, чтобы у нас сырники не рассыпались при жарке, желательно, когда мы это все замешиваем, постояло, чтобы наша масса 30 минут. Тогда они у нас на сковородке не будут сыпаться. Все ингредиенты соединяются. Теперь наши сырнички мы обваливаем в муке, придаем им форму. Для того, чтобы она была идеальная, можно взять в помощь нож, лопатку, все, что вам будет удобно, чем вам формировать будет удобно.
И если вдруг так получилось, что вы не сразу начали жарить сырники, то для того, чтобы у нас был колер красивый, нам предварительно нужно будет тоже обвалять их в муке, так как когда они стоят, мука впитывается, и они становятся влажные. Ну вот, форму сырника мы придали, осталось обжарить их с двух сторон и убираем в разогретую духовку до 180 градусов на 5 минут. Пожарили с двух сторон, и теперь мы убираем в духовочку на 5 минут. Итак, наши сырники готовы. Подавать вы можете с любыми ягодами, фруктами, со сгущенным молоком, сметаной и даже шариком мороженого. Кто как любит. Приятного аппетита! А мы продолжаем принимать заявки на участие в нашем республиканском конкурсе на самое лучшее новогоднее оформление своего двора. Мы оцениваем участников по 3 категориям. Лучшее оформление частного двора, лучшее оформление многоквартирного дома и подъезда многоквартирного дома. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 22 декабря. Видео или фотографии вы можете отправить на почту utroякутии@mail.ru с указанием автора и местоположения дома. Имена победителей конкурса мы узнаем 24 декабря этого года. И с таким замечательным завершением мы с удовольствием вручим победителям ценные призы и подарки. Да, действительно, победители ждут ценные подарки, которые сегодня также находятся в нашей студии. Ну и хотелось бы призвать принимать участие, если ваш двор, частный двор, многоквартирный дом, либо двор, подъезд многоквартирного дома очень красиво украшен к наступающему Новому году. Ну, а также хотелось бы показать вам новое видео, которое пришло к нам от участницы Валентины Заборовской, да, микрорайон Марха, Солнечный переулок, в номинации «Лучшее оформление частного двора». Давайте посмотрим. Очень красиво и, главное, оригинально. И именно к оформлению своего двора можно подключить всю семью. Я думаю, дети будут очень рады. Кроме того, что это самая популярная и любимая всеми с детства забава, именно лепить снеговиков. А тут еще можно проявить фантазию свою. Как вы могли видеть, у нас есть снеговики вверх ногами, а также тот самый знаменитый волк. Ты заходи, если что. Да, хотелось бы, конечно, также отметить, что сейчас не самое время, да, делать снеговики. То есть обычно по весне, когда снег липкий, а снег сейчас в такой холод, он достаточно сыпучий. То есть очень хорошее оформление двора. Ну, а мы, дорогие друзья, продолжаем нашу постоянную рубрику. Дело в том, что предстоящий 22 год республика будет праздновать 100-летие образования ЯССР. Мы в своей серии сюжетов уже рассказывали вам о городах Мирный, Ленск, Алдан, Нерингри, поселках Жатай, Табага, Тулагина, Кильдямский наслег. Ну а сегодня на очереди Амгинский Улус. Амгинский Улус, да, и село Покровка. Чем живут и о чем мечтают потомки хлебопашцев Якутии, давайте посмотрим.
На скалистом берегу реки Амги расположилось село с совершенно русским названием – Покровка. Здесь живут потомки первых хлебопашцев. История села собрана и бережно хранится в местном музее. Летоисчисление наше село Покровка ведет с 1852 года. Здесь были поселены старообрядцы, которые должны были заселить Аянский тракт. Но Аянский тракт в 1867 году был закрыт, и поэтому вот старообрядцы разъехались. После этого сюда привезли скопцы, приехали. Они продолжили хлебопашество, потихоньку с других губерний заселяли, и Покровка так и стала развиваться. Сейчас в селе живет и трудится уже 5-е поколение хлеборобов династии Исковых, Бунтовских, Огурешниковых, Никифоровых, Черкашиных, Ярцевых, Петровых. За всю историю села были и рекордно урожайные годы, и засуха, год расцвета и упадка. Были времена, когда покровчане потребляли хлеб из пшеницы собственного производства. В 2000 году, когда мельницу открыли, мы на мельнице молили 300 тонн. И каждому своему рабочему мы по кулимуку развозили. И также у нас мы сделали пекарню. Вот в пекарне мы свой хлеб пекли. А сейчас нету? А сейчас нету. А будет? Надо, чтобы был. Глава зерноводческого хозяйства Роман Спасьев считает, что главная задача хозяйства сейчас – обеспечивать другие хозяйства республики семенными запасами зерновых культур, и успехи уже есть. Мы собираемся где-то уже 800 тонн семян. Очистить и уже продавать хозяйствам. У нас 27 зерновых хозяйств в республике. Потребность вообще большая, конечно, до 3000 тонн. Вообще наше желание выйти на 1000 тонн. 1000 тонн семян районированных именно продавать нашим хозяйствам. 20 центнеров гектара раньше бралось, и вот мы собираемся тоже собирать такие урожаи. Не только земледелие, но и животноводство кормит покровчан. Фермер Игорь Петров всего несколько лет назад жил в городе, был военнослужащим, но тоска по земле и мечты о фермерстве его не покидали. И в 2019 году он, наконец, осуществил свой план, вернулся на родину предков. Сегодня у меня в хозяйстве где-то 90 крупнорогатого скота, это всех возрастов и полов, и лошади, где-то штук 20. В принципе, я думаю, что за 2 года была проделана большая работа. Притом построили очень много за эти 2 года. Поддержка была вовремя, я думаю. Таких, как Игорь Петров, мечтающих возродить былую славу Покровки, здесь много. С недавних пор жители объединились в территориальное общественное самоуправление. На этом месте у нас было здание старой столовой СХПК, и мы решили его разобрать и на этом месте обустроить детскую площадку. Не только детскую, со временем мы планируем здесь площадку для всех возрастов. Разобрали здание, вывезли весь мусор, все постройки мелкие разобрали, очистили все. Потом навозили песок. Вот для песочницы у нас вот буквально 25 на 13. Это все песок у нас вот таким слоем. Собираем деньги всем селом, как говорится. Ухоженным, красивым хотят видеть свое село жители Покровки. И не только для собственного удобства, но и привлечения сюда многочисленных туристов. Поэтому планируют построить кемпинговые домики вдоль реки, заняться агротуризмом. Говорят, всем, кто приезжает в Амгу отдыхать, выдают вот такой полиэтиленовый пакет. Думаете, почему? Для того, чтобы собирать за собой мусор. Правда, нам пакет не выдали. Это мой собственный пакет. Наверное, потому что туристический сезон закончился, и мы все-таки приехали сюда не отдыхать, а работать. Но существование такой необычной традиции нам подтвердили. И у нас возник вопрос, а за что же амгинцы так любят свой родной край? Я люблю свой край. Во-первых, это родина предков. Во-вторых, тут очень красиво. Где родился, там и пригодился. Как на Украине. Так все люди приезжали и смотрели, неужели мы в Якутии? Это красота, это вот хороший благородный труд. Это вот то, что здесь люди, которые болеют за свою землю, работают. За речку. Тут моря не надо. Пойдешь купаться, вода чистая. И люди здесь хорошие, добрые, отзывчивые.
Все живем дружно вообще. Ни разу не пожалела, что живу в таком прекрасном месте, на скале, на берегу такой красавицы. Наверное, больше такой деревни нет у нас в Якутии. Меня вот раньше тянуло куда-то в Россию, допустим, что-то. Ну вот потом с годами уже это приходит, да. А куда нам ехать? У нас же тут все есть. Кто приезжает, да, никогда не забывает про нее. И либо возвращается, либо всегда с теплом вспоминает и людей наших, и вообще деревню. Туяра Филиппова, Семен Семенов, село Покровка, Амгинский улус. А прямо сейчас к нам присоединился наш новостной обозреватель Сергей Михедов. Якутия, доброе утро. Доброе утро, коллеги. Сейчас блок новостей. Во время новогодних праздников в Якутии усилят меры безопасности в общественных местах. Этот вопрос обсудили на Координационном совете с главой Якутии Айсаном Николаевым. Помимо органов правопорядка, на усиленный режим перейдут предприятия жилищно-коммунального комплекса, энергетики, транспорт и медицинские организации. Сотрудники ГАИ, работники транспортного комплекса, органы местного самоуправления особое внимание уделят вопросам безопасности дорожного движения, работе автозимников и ледовых переправ. Министерство ЖКХ и энергетики республики обеспечит переход на круглосуточное дежурство диспетчеров предприятий ЖКХ, управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций. Министерство здравоохранения усилит работу бригад экстренной и скорой медицинской помощи. Перевод транспорта с бензина на газ будут компенсировать в Якутии со следующего года. В бюджете региона на эти цели предусмотрено 24 миллиона рублей. Средства выделят региональным авторизованным центрам по переоборудованию. Они, в свою очередь, должны будут предоставлять клиентам соразмерную скидку. Так, к 2030 году в республике планируют построить более 40 газозаправочных станций. Инвесторы, желающие построить в регионе новые газозаправки, получат компенсирующие субсидии. На эти цели в бюджете предусмотрено около 20 миллионов рублей. Комитет солдатских матерей отмечает 30-летний юбилей. Одна из самых крупных общественных организаций республики создана в 1991 году. С тех пор комитет занимается просветительской и правовой деятельностью в сфере защиты прав призывников, военнослужащих и их родителей. За 30 лет объединением проделана огромная работа. Самые непростые времена для комитета пришлись на 94-96 годы. Именно тогда проходила первая чеченская кампания. Сейчас общественники посещают военные части, встречаются с солдатами, проводят круглые столы, устанавливают связи с военным руководством. С 91 года работаем. В то время была неразбериха, развал Советского Союза. Из-за этого на Русском острове ребята погибали от истощения. Это было такое. Ага. Потом как-то прошло несколько лет, и началась в декабре 94 года Чеченская война. В нашей республике воевали очень многие ребята. И вот ребята приехали, отслужили, демобилизовались. Они отучились, поженились. У них родились сыновья. Сейчас их сыновья идут на службу. Вот столько долго мы в этом комитете. Но мы работаем, не унываем, помогаем ребятам. Вот все фотографии рассказывают, вот наши дороги, наши пути. Доброе утро всем, кто к нам присоединился. В эфире программа «Утро Якутии» на каналах Якутия-24 и НВК Саха. Далее мы пообщаемся с нашей гостьей. Это Ниргуяна Бурцева, руководитель отдела подписки Управления Федеральной почтовой службы Республики Саха-Якутия Почты России. Доброе утро. Доброе утро. Ниргуяна, расскажите, пожалуйста, о подписной кампании за 2021 год. Наверняка уже можно подвести итоги. Да, уже можно подвести итоги. Мы очень счастливы. В 2021 году в целом у нас по республике была оформлена подписка на более чем 107 тысяч экземпляров. Это очень хорошие результаты. Плюс к этому у нас плюс 1000 экземпляров по сравнению к прошлому году именно по местным изданиям. Плюс нас очень радует, что есть у нас онлайн-подписка. У нас возросла доля
Получается, у нас в 2021 году плюс 17% по отношению к прошлому году. Ну и мы считаем, что это, скорее всего, из-за пандемии. В условиях такой сложной ситуации многие жители нашей республики воспользовались услугой онлайн-подписки, не выходя из дома, на сайте Почты России. А какое из подписных изданий у нас самое популярное в Якутии? Таких очень много, я бы сказала, да, все-таки зависит и от возраста, да, читателей. Кым газета, Саха-Сиря, Забота Арчи, Артайга, Кескиль, Юная Севера, Колокольчик, Журфикс. То есть их очень много. И вот наш регион числится тем регионом, у которого самое наибольшее местных изданий. То есть, а вот еще есть акция «Дерево добра». Вы можете... Да, по «Дереву добра» могу сказать следующее. Так, эта акция у нас уже проводится 6-й год подряд. Данная акция у нас направлена на привлечение общественности к слоям населения, допустим, детские дома, дома престарелых, дома-интернаты. Вот. И очень большой популярностью пользуется у нас в республике. В 2021 году оформлена подписка на 3000 экземпляров. Именно по акции «Дерево добра». Вот как принять участие в этой акции? В акции можно принять любой желающий, подойти в отделение почтовой связи. Операторы помогут с выбором не только организации социальной, да, то есть есть списки уже, и могут подобрать также и издания. Также можно оформить на сайте Почты России, там также есть список по всем регионам. Не только нашей республики, но вообще по всей России. Главное выбрать регион. Как вы думаете, почему Якутия самый читающий печатную прессу регион? Как я и сказала до этого, да, что у нас очень много местных изданий. И вот если смотреть по доле, из 107 тысяч экземпляров 80% приходится на наши местные республиканские и районные издания. То есть мы в России единственные, у кого такое количество местных изданий. А какой регион самый читающий? Самый читающий регион — это обычно Горный, Амгинский, Сунтарский. У нас очень любят на местном, на родном языке местные издания. Скажите, а вы как сотрудник Почты России, вы не знаете, раньше очень много... Где моя посылка с Алиэкспресс? Нет, я не об этом. Все жители общались друг с другом, то есть посредством написания реальных писем. Да. Сейчас... И сейчас это очень пользуется популярностью. Я бы не сказала, что у нас снижение письменной корреспонденции, она растет. Она есть, тем более сейчас, да, на Новый год. Детишки приходят в отделение почтовой связи, отправляют письма Деду Морозу. У нас в отделениях почтовой связи установлены ящики. Есть адрес Деда Мороза, куда детишки могут направить свое письмо. Поэтому число письменной корреспонденции также растет с каждым днем. Я знаю, что в сентябре этого года наше почтовое отделение принимало участие в установлении мирового рекорда. И были выпущены специальные памятные открытки, которые можно было отправить. Да. Вот можете рассказать подробнее об этой акции? Данная акция у нас проходила в сентябре. Мы были в музее. Проводилась акция. Тоже все желающие у нас приобретали и направляли. А сертификаты уже выдавались тем, кто отправлял данные открытки. Сейчас, допустим, совместно уже с IT-парком и с МФЦ также выдаются открытки. С Оконечниковой совместно это было, да, новогодние открытки. Сейчас эти открытки есть и в МФЦ, в IT-парке и в ТРК Тоймада. И они также участвуют в акции «Дерево добра»? Да, могут, конечно, обязательно. Большое вам спасибо. Мы, во-первых, вас поздравляем с завершением таким удачным этого года. Желаем вам дальнейших успехов. И я думаю, что в будущем мы продолжим уверенно держать это звание читающего региона Россия. Да, а наших зрителей, конечно же, призываем подписываться на подписные издания и получать самую свежую корреспонденцию. Я думаю, что запах бумаги можно ни с чем не сравнить, да, то есть свежая газета, очень приятно читать. А также, друзья, прямо сейчас у вас есть замечательная возможность поздравить с новогодними праздниками своих родных и близких. Пишите им настоящие бумажные письма. Я думаю, это будет просто самый дорогой подарок. Яркие праздничные фигурки, способные издавать громкий свист, получили название «Филимоновские игрушки». Их история начинается с небольшой деревеньки Филимонова в Тульской области. Для взрослых эти фигурки считались сувениром, хотя некоторые полагали, что филимоновская игрушка способна привлечь в дом благополучие и счастье.
Филимоновская игрушка – народный художественный промысел России. Родина промысла – деревня Филимонова Адоевского района Тульской области. Впервые упоминается в древних летописях XVI века. На протяжении многих лет мужчины деревни Филимонова изготавливали на гончарных кругах посуду, печные трубы, кухонную утварь. Это было серьезное мужское дело. Использовали для этой цели местную глину, которая давала после обжига такой интересный светло-терракотовый цвет. Лепить игрушки считалось легким делом. Занимались им женщины, а обучать начинали девушек уже 7 лет. Для игрушки использовали не жирную, но пластичную по своим свойствам глину синику. Уникальная по своим свойствам глина позволяла мастерице всю скульптурку лепить из одного куска, добиваясь красивых по пластике выразительных форм. В советский период в жизнь промысла не внес чуждые сюжеты, но появились многофигурные композиции, созданные не для игры, а для любования и коллекционирования. Условно все игрушки можно разделить на несколько категорий – люди, животные, птицы и многофигурные композиции. Сюжеты игрушек разнообразные, насчитывают более 50 наименований, но стилистические особенности, выработанные многими поколениями народных мастеров, остаются неизменными. В лепке это вытянутые пропорции фигур, длинные шеи у людей и животных, в росписи трехцветный геометризированный орнамент. Удлиненные изящные силуэты гармонично сочетаются с яркой, жизнерадостной, лаконичной росписью. Расписывают игрушки анилиновыми красками на лаке. Орнамент и из малиновых, и из зеленых полос, солнышек, елочек и решеток наносят на светлый или желтый фон. А все филимоновские игрушки – свистульки, не свистят только петухи и индюки. В настоящий момент в Адоеве несколько семей продолжают эту традицию народного художественного промысла. Приходите в Национальный художественный музей, чтобы увидеть эти чудесные игрушки своими глазами. И, кстати, считалось, что такие филимоновские игрушки, они привлекают в дом удачу, благополучие и отгоняют злых духов. А вот что касается народного календаря, сегодня, 17 декабря, женщинами было принято молиться о благосклонности супруга и свекрови и также привлекать вот это вот благополучие в свой дом. Какие еще даты и события связаны с сегодняшним днем? Давайте посмотрим далее. На календаре 17 декабря. В этот день отмечают День ракетных войск стратегического назначения Вооруженных сил России, День образования российской фельдъегерской связи. По народному календарю в этот день отмечается память святой Варвары Илеопольской. Мученицу Варвару все женщины называли заступницей, особенно беременные, просившие ее о здоровье для себя и ребенка. Варварин день считался бабьим праздником. На Варвару наступало время сильных морозов, дороги становились прочными. Звезды особенно ярко сияли на чистом морозном небе, а их свет, отражаясь от снега, создавал впечатление, что день стал чуть менее темным. Кроме того, в середине декабря люди уже жили ожиданием солнцеворота. В этот день отцы авиации братья Райт испытали летательный аппарат тяжелее воздуха. Аэроплан «Флайер» с 12-сильным бензиновым движком продержался в воздухе 12 секунд на высоте 2,5-3,5 метра и преодолел расстояние 39 метров. На телеканале Fox дебютировал самый длинный в истории американского телевидения анимационный сериал «Симпсоны». Состоялись выборы в Государственную Думу Российской Федерации второго созыва. В этот день родились Константин Ваншенкин, советский и российский поэт-прозаик. Нонна Бодрова, советская телеведущая, директор Центрального телевидения, заслуженная артистка России. Леонид Броневой, советский и российский актер театра и кино, народный артист СССР. Франциск, глава Римско-католической церкви с 2013 года, 266-й Папа Римский. Вячеслав Ганелин, советский и израильский композитор, пианист, джазовый музыкант. Мила Йовович, американская актриса, певица и модель. Оксана Федорова, российская телеведущая, актриса, модель, победительница конкурса «Мисс Вселенная-2002».
Именины сегодня отмечают Александр, Алексей, Анастасия, Варвара, Василий, Геннадий, Дмитрий, Екатерина, Иван, Кира, Николай и Ульяна. Только что мы узнали о событиях, которые произошли в этот самый день во всем мире, а также мы узнали, кто родился из именитых, популярных людей. И очень приятно поздравить людей, которые помогают нам создавать этот эфир. Любимого, дорогого мужа, отца, деда, ветерана труда сердечно поздравляем с днем рождения. Желаем крепкого, как якутский алмаз, здоровья, жизненных сил, счастья, любви, спокойной старости и долголетия. Мы тебя очень любим и уважаем. Крепко целуем. Жена Антонина, дети и внуки. Мегина, Кангаласский улус. И еще одно поздравление. Доброе утро. Дорогую любимую доченьку Алину поздравляем с днем рождения. Желаем крепкого здоровья, успехов в учебе, исполнения всех твоих желаний. Твои любящие родные. Друзья, мы с удовольствием присоединяемся к поздравлениям. Поздравления приходят у нас из следующего плана. Здравствуйте, хочу поздравить всех с наступающим Новым годом. И мы также поздравляем вас в ответ и двигаемся далее. В списке кинопремьер этой недели у нас ждут два представителя популярных франчайзов. На экран выходит финальная часть кинологии «Человек-паук», а также для фанатов «Матрицы» тоже есть хорошие новости. Действительно. Ну, а также, друзья, те, кто любит российские комедии, «Елки 8» ждут вас также в кинотеатрах. О, вот это интересно. Похоже, Паркер умеет гипнотизировать женщин так же, как паук, самок паука. Все, хорош. Слушаюсь, мой господин паук. Черная вдова, Шан-Чи, Вечные – все это были детские игрушки. Новогодние хлопушки, которые могут разве что оторвать вам пару пальцев при неправильном использовании. Человек-паук, нет пути домой. Бомба, способная стереть с карты пару городов и оставить после себя ядовитый осадок на пару десятилетий. Все знают, и тебе больше не нужно прятаться и обманывать. Здравствуй, Питер. «Нет пути домой» задуман финалом целой трилогии, и размах у фильма соответствующий. Впервые в киноистории Человека-паука наш дружелюбный герой разоблачен. Теперь супергеройские подвиги стали неотделимы от его обычной жизни. Когда он просит помощи у доктора Стрэнджа, ситуация только накаляется. И Питер Паркер начинает понимать, что такое быть Человеком-пауком на самом деле. Питер. Человек-паук. Нет пути домой. Эта история намного больше, чем нам кажется. Они промыли тебе мозг. Лана Вачовски возвращает на большие экраны Нео, Тринити и виртуальный мир, некогда потрясший воображение зрителей. И промо-материалы картины обещают как минимум эмоциональные и эффектные экшн-сцены с участием центральных персонажей. А там, глядишь, еще и сможет удивить чем-нибудь, чего не показано в трейлерах. Уже это обеспечит четвертой части как минимум частичный успех. Но сон закончился здесь. Матрица. Воскрешение. Встречать Новый год без елок – плохая примета. За 2 года с момента выхода последней части народной комедии на мир обрушились пандемия и десятки других бед. Елки возвращаются, чтобы остановить череду неудач. На экраны вернутся старые знакомые Боря и Женя, а в новогодних передрягах вместе с ними окажутся новые герои. Например, охранник Филипп Киркоров и шаманка Ольга Бузова. Готов. До отправления 10 минут. Зрители, как всегда, с замиранием сердца будут следить за захватывающими приключениями на экране и надеяться на настоящее новогоднее чудо для любимых и новых героев. А еще, конечно, для самих себя. Итак, вопрос первый. Дед Мороз существует? Активисты Общероссийского народного фронта в преддверии новогодних праздников
начинают свою постоянную акцию «Новогоднее чудо». С 17 декабря до 10 января следующего года ОНФ организует более 150 мероприятий по всей России. И об этом подробнее мы поговорим с гостем нашей студии. Здравствуйте. Здравствуйте, Олег Маклашов, координатор регионального исполкома Народного фронта в Якутии. В эти выходные в 85 регионах России стартует акция «Новогоднее чудо». Ну а в рамках этой акции в Якутске проходит акция также «Корзинка добра». В чем идея этого проекта? Да, «Корзинка добра» — эта акция стартовала у нас давно. В год пандемии, когда началась пандемия коронавируса, она у нас трансформировалась по всей стране, во всех регионах. Мы установили не корзинки, а такие продовольственные боксы. Вы, наверное, их видели в наших магазинах города Якутска, но и по всей республике мы в этом году тоже поставили. И каждый год перед Новым годом мы ее трансформируем. Это не тележка добра, не корзинка добра, получается, а корзинка радости. Радость именно для детей, которые ждут подарков, которые верят искренне в новогоднее чудо, которое должно прийти и которое должно радость дарить детям. Поэтому это тележка радости, и мы каждый год, да, действительно это проводим. А если подвести итоги ОНФ за прошлый год, то сколько семей получили помощь от волонтеров и в каких городах проводили такие акции? Ну, если конкретно взять республику, то у нас, получается, по 10 крупным городам республики установлены вот такие продовольственные боксы, которые называются продовольственный бокс, да, тележка радости. Полки добра, да, вот эти добра. Вот, да, ну, мы называем ее тележка добра, потому что это продовольственный бокс, в который складывается продукция. Это раньше была тележка, на которой могли люди оставить продукты, прям мы собираем целыми тележками. Потому что жители республики крайне охотно и активно откликаются на это все. Эти тележки стоят, продовольственные боксы в районе предкассовой зоны. И еженедельно мы собираем достаточно большое, прям тележками, продукты разного плана. И постоянно возим по семьям. В этом году у нас, на тысячи, если честно сказать, счет идет, те семьи, которым мы помогли. По всей республике? По всей республике, да. Нас в этом году поддержал фонд президентских грантов, наш такая «Арена 31», Коля Мартынов подал на фонд президентских грантов. Он член регионального штаба ОНФ, нас поддержали. И прям в тысячах исчисления помощи людям по всей республике. Это очень активно идет. А в год пандемии по всей Российской Федерации в каждом регионе прям десятки тысяч были оказаны помощи адресные людям старше 65 лет. А насколько охотно магазины поддерживают акции вообще? Ой, магазины прям на ура. Это честное слово, молодцы. Огромное. Мы, наш давнишний партнер, наш друг, просто самый лучший, наверное, из всех магазинов, это Айгуль. Мы все, которые акции существуют, сначала обкатываем на ней. Достаточно большой магазин, большая сетка, и мы вот первый продовольственный бокс поставили там, посмотреть, насколько будут люди активно реагировать и как это будет стоять. Вандализм, не вандализм, нельзя исключать ничего. Бывает, да. Поставили там, и на самом деле мы за первую неделю собрали прям 2 тележки огромные продуктов питания. Это, здорово. И поэтому мы по всей республике мультиплицировали данный успех именно добра, именно людского добра, именно граждан, которые хотят помочь, не оставаться равнодушными и здесь и сейчас менять свою жизнь. Это только в Якутске такие корзинки есть, где люди Нет, могут в 10 оставить? крупных городах. То есть это Алдан, Нерюнгри, Мирный, Еленск, Вилюйск, Верхневилюйск. То есть много где у нас. А за пределами Якутии проводится такая акция? За пределами Якутии, да. Это Общероссийский народный фронт, это федеральная акция. И она у нас идет постоянно, ежегодно, уже на протяжении нескольких лет. И тележка добра в пандемию была запущена, а тележка радости, предновогодние праздники, радость детям. Прошлый год он показал необходимость таких людей неравнодушных, как волонтеры. Вообще среди жителей поменялось ли отношение к ним? Волонтеры, мне кажется, волонтеры, они всегда были нужны и всегда были тем звеном общества, которое в любой момент готово прийти в самую тяжелую ситуацию на помощь. Да, в год пандемии это более ярко выразилось. Люди, которые, может быть, никогда не хотели в этом участвовать, всегда оставались в стороне. Но после того, как начинаешь увлекать людей в общественные дела, потому что общественником не рождаются, общественником становятся. Вот общественники, Общероссийский народный фронт и все, кто рядом находится, это общественники, которые действуют по зову сердца. И когда начинаешь вовлекать людей в общественную деятельность, говорить, что
это нужно, это правильно, ну, тебе от этого ничего не будет. Люди сначала думают, ну, зачем мне это надо, тратить личное время. Но потом, когда начинают маленькое доброе дело делать, и от этого получают обратную связь от людей, это на самом деле увлекает, и добро множит добро. Чем мы больше делаем добра, тем больше добра в обществе. Только на это все и направлено. А как можно стать волонтером? Как можно вступить в ряды? Звоните в Общероссийский народный фронт, нам всегда нужны люди, мы всегда найдем вам общественную работу. А вообще какая возрастная категория? Кто чаще всего У нас первыми есть и молодежка увлекается? УНФ, это молодежное звено до 35 лет, то есть там начинается от людей, детей, скажем так, еще лет 14 уже приходят, хотят быть активными. Это на самом деле очень большой пласт жителей, дети хоть, республики, которые лет даже раньше, чем с 14, готовы идти заниматься волонтерством. Хотят помогать, хотят разносить, хотят там, вот, допустим, мы фасовали продукты питания, это огромный объем, хотят помогать, хотят идти, хотят нести. И люди, которые сами за 65 плюс, уже возрастные граждане, тоже очень много людей, те, которые горят, приходят, прям давайте, мы готовы помочь, давайте, нам нужно. Ну, понятно, в условиях пандемии, конечно, мы ограничивали, но чем они могли, тем они помогали. Угу. Смотрите, ну вот вы делаете добро, то есть вы это делаете от чистого сердца. А что вы получаете взамен, что вас подпитывает и мотивирует? Ну, на самом деле невозможно это сказать, что подпитывает и что мотивирует. Но это, наверное, зов сердца, зов души. То, что нельзя быть равнодушным на самом деле никогда, ни в чем и нигде. То есть всегда нужно стараться сделать добро. Видишь, где-то, я извиняюсь, протекает канализация, ну да, ты не будь равнодушным, не перешагни через эту лужу, позвони там в соответствующую службу. Видишь сломанный забор, позвони, соответственно, в службу другую там. Не знаю, в твоем доме нет воды, ты позвони в управляющую компанию, скажи, что какая-то проблема с водой. То есть не нужно ждать, что кто-то сделает за тебя доброе дело, не нужно ждать, что кто-то за тебя что-то исправит в этой жизни. То есть сидеть, жаловаться, говорить, что все плохо, мы ничего не можем, и у нас ничего нет, это неправильная позиция. Нужно быть активными, нужно изменять жизнь, нужно стараться делать добро, и только от того, что ты сделаешь что-то полезное, что-то хорошее, только после этого вокруг тебя что-то изменится. Поэтому, наверное, такая мотивация должна быть для каждого человека, для каждого правильного гражданина Российской Федерации. Делай добро, улучшай жизнь. Совсем скоро наступит 22-й год. Какие планы у ОНФ на следующий год? Давайте мы закончим этот год. Начнем следующий. Тогда завершаем. Да, в этом году мы завершаем именно с тележкой радости. В уходящем году к нам на тележку радости присоединились Саха-Нефтегаз-Сбыт, СНТГ, да. Новое руководство взяло курс именно социальной поддержки. Молодцы. Мы приветствуем крупных предприятий, крупных предпринимателей, которые готовы нам помогать. Это РИК компания, это член нашего штаба. Айгуль, я уже сказал, да, она хоть и бывший член штаба ОНФ, но все-таки это бывших не бывает, я так думаю, тех людей, которые творят добро. Вместе с ними и для развитости жизни мы собрали большой объем подарков. Поедем к детям в онкоцентр. Это та организация, которая Алена Атласова возглавляет. Тоже наш член регионального штаба, наш сопредседателем была. Будем детям устраивать подарки дарить, будем устраивать детям Новый год. Дед Мороз придет, Дед Мороз из УНФ. Снегурочку мы, как всегда, выбираем среди деток, которые там есть. И будем устраивать праздник жизни. Большое вам спасибо за такое доброе действительно дело. Мы желаем вам дальнейшего развития, успехов, и что ваши ряды Общероссийского народного фронта только пополнялись, и уважение к вам продолжало расти. Спасибо большое. Действительно, а нашим телезрителям мы призываем, если вы увидите корзину радости в магазине, то обязательно сделайте свой вклад. Ну а сейчас мы прервемся на небольшую паузу, после которой вернемся вновь в нашу студию. В якутских соцсетях получила широкую популярность песня из репертуара народной певицы Марины Поповой, которую блестяще вокально и по произношению исполнила сербская певица Симонида Станкович из Сербии. Якутия — это проект сердца, считает этнопевица, художник-аранжировщик, композитор Симонида. Об этномузыке, о современной работе, совместной работе с якутскими музыкантами и как ей удается произносить якутские дифтонги в нашем эксклюзивном интервью «Утро Якутии». Я очень-очень люблю север, северное сияние, Сибирь, Россию в целом.
Я знала, что существует Саха-республика, но я не знала никого из Якутии до 2017 года, когда я пришла в Русский дом в Белграде, Центр науки и культуры, где было мероприятие на День государства Российской Федерации, и весь день был посвящен Саха-республике и культурному наследию Якутии. Allah'ım salgına arılık kustuga Cecenin namdana cergeye rıllıga Oluzda kündügün o beyem zöğübün Allah'ım arılık kustuga Начала учить этого года, в сентябре 2017-го. И первая песня это была «Урумечи Анян Ат». И несколько раз я это пела по телевидению, национальное телевидение Сербии, с большим успехом. После этого я выучила Охуохай, который написал Семен Черноградский. Allah'ım tuğlada aygır gök barıda Sibeki sipsere semet yol sikere. Чем привлекают меня якутские песни? Чем привлекают? Вот я и так занимаюсь народной традицией всех народов. Прежде всего, народов Европы, и моя традиция сербская, славянская традиция в целом, русские песни народные, тоже церковные песни. Меня много интересует самая настоящая народная традиция и шаманы Якутии. Почему? Потому что мы, западные народы, европейские, потеряли эту традицию. Она у нас тоже была. Например, Олонхо эпос, Саха-эпос, он очень похож на нарт и на мифологические народные песни сербов. Allah bana küsüre ay malhan tüherer Gür dalga gürege yürekta cerreye. Да, я говорю, конечно, французский, английский, русский, сербский, понимаю и другие романские, германские языки, пою на множестве языков. Между прочим, у меня есть и скандинавский репертуар, кельтский, ирландский, шотландский. И очень люблю средневековную музыку европейских народов. Но, что касается якутского, я могу сказать, что мне легче выучить песню на якутском, на саха-языке, чем на своим, скажем, другие славянские языки, как польский или и тоже русский, потому что якутский язык очень природный. Он, как можно сказать, что он связан с природой, не потерял связи с природой. Все, что мне нужно для песни, и, конечно, у меня переводы на русском языке, но я чувствую этот язык. Этот язык – это материнская мелодия, которую я ощущаю. И пожелания для зрителей «Утра Якутии», конечно, любви, творчества и келенихер санаджилынан.
На самом деле меня вот удивило о том, что сербская исполнительница говорит о том, что якутский язык выучить гораздо легче, чем другие языки славянской группы, тот же самый русский или польский. Я вот никогда бы в своей жизни не подумала, что это действительно может быть так. Действительно, но мы еще увидим сегодня эту замечательную певицу, а на очереди у нас очередные новости от нашего обозревателя Сергея Михедова. Якутия, доброе утро. Далее в эфире блок новостей. Срок оформления внутрироссийских паспортов сокращен до 5 дней. Он больше не будет зависеть от места и формата подачи заявления. Заявку можно подать в любом отделении МВД или МФЦ, а также через портал госуслуг. Изменились и сроки, в течение которых граждане должны оформлять новые паспорта. Те, кому исполнится 14, 20 или 45 лет, могут подать документы в течение 3 месяцев после дня рождения. Тогда как раньше на это отводилось 30 дней. Однако месячный срок сохранился в случае замены документа по причине смены фамилии, имени, отчества, даты рождения или пола. Стали известны сроки проведения выпускных экзаменов для учеников 9 и 11 классов. Так, досрочный период сдачи ЕГЭ начнется 21 марта и продлится до 18 апреля. Основной период сдачи вместе с резервными днями с 26 мая по 2 июля. В начале сентября предусмотрен дополнительный период сдачи. Досрочный период ОГЭ вместе с резервными днями пройдет с 21 апреля по 17 мая, основной с 20 мая по 2 июля. Также запланирован дополнительный период с 5 по 24 сентября. Отметим, глава Рособорнадзора Анзор Музаев сообщил, что единый государственный экзамен в следующем году пройдет в очном формате впервые с начала пандемии. В Якутии разрабатывают проект по строительству кинокомплекса с киноцентром и кинопавильоном, в котором будут работать съемочные группы из регионов Дальнего Востока. Для развития киноиндустрии по поручению главы Якутии разрабатывают республиканский закон о государственной поддержке кинематографа. Документ появится после принятия Министерством культуры концепции развития якутского кино. Директор кинокомпании «Сахафильм» Сардана Савина рассказала, что для дальнейшего развития киноиндустрии в Якутии требуются новые кадры. Уже сейчас важно позаботиться о развитии анимации и новых технологий. Таким образом, реализовать поставленные цели получится на базе кинокомплекса с киноцентром и кинопавильоном. В Музее истории Якутска подвели итоги конкурса «Тайна елочных игрушек». Кроме того, прошло и открытие одноименной выставки, на которой конкурсанты представили более 70 работ на 3 темы – ретро-игрушки, современные игрушки и символ 22 года. Победители конкурса получили подарочные сертификаты на 5000 рублей от спонсоров и партнеров конкурса. Кроме того, во втором зале музея представили и елочные украшения советского периода и предметов быта от Деда Мороза из ваты до разноцветной фольги. Выставка открыта до 20 января. 16 ноября по 10 декабря мы организовали выставку, городская выставка-конкурс «Тайна елочных игрушек». Основной целью конкурса была именно объединить семью, чтобы родители своими детьми, своими руками сделали вот такие интересные игрушки. К этому часу это все новости. Коллеги, я возвращаю вам слово. Ну что, друзья, как и обещали, нас ожидает приятное завершение этой эфирной недели. Друзья, с хорошим настроением мы ее заканчиваем. Желаем хороших выходных. И прямо сейчас вас ждет эксклюзивная премьера клипа новой песни Симониды. Да, и мы увидимся с вами буквально на следующей неделе.
Tundara tundara min tuam tumara ergici manhanhar ensilerken uyar Bardar bardar barbar amat ardar tamayan tamayan tabak tamayana Tundara tundara